Садыр Джапаров все же выиграет выборы президента. Ожидается ли акции протеста? То есть вы будете призывать народ бойкотировать результат выборов и выходить на акции протеста? И второй вопрос. А каждый из вас кого видит в качестве единого лидера? Если можно озвучить. Первый тур покажет. Это время покажет и настроение наших избирателей покажет. Акции протеста, право на мирные собрания, оно неотъемлемо. Право неотъемлемо от каждого гражданина. Поэтому здесь говорить о том, что нет, мы не выйдем акции, возможно, да, если видеть такую несправедливость и молчать, мы не можем. Поэтому возможно, что будут митинги, но исключительно с мирными целями. Дорогие друзья, мы должны четко понимать, займет ли Кыргызстан достойное место в международном сообществе. Если таким путем пройдут выборы, тогда я сомневаюсь, что Кыргызстан будет занимать достойное место. Потому что наши зарубежные партнеры уже ясно дали понять, что они будут сотрудничать только с теми лицами, которые будут избраны в соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской Республики. Если хоть трижды выигрывать, используя какие только рычаги, если международное сообщество не будет признавать, то это будет в ущерб не только этому кандидату, это будет в ущерб целому нашему государству. Нам бы этого не хотелось, потому что пострадает народ. Вот сегодня посмотрите, почему подорожало и хлеб, и мука, и сахар, и масло. Масло, между прочим, на 100%. Почему? Потому что мы, дорогие друзья, изолированно не живем. Мы живем, вокруг нас есть страны, которые считаются нашими партнерами. Есть объективные, есть субъективные причины такого резкого роста цен на продукты первой необходимости. Надо и об этом подумать. Не говоря о том, что Танвик Капашевич говорил об имидже нашей страны. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. И поэтому власть кыргызская, она должна быть без всяких подозрений. Спасибо. Второй вопрос получается. Я просто добавлю. 3 октября никто не предполагал, что 6 будет восстание. Да. Хотя тогда нарушения были не такие еще вопиющие. Сейчас идет вопиющее нарушение. Поэтому это зависит от настроения наших избирателей. Не самые легкие времена. Все, что касается предстоящих выборов президента Кыргызской Республики, после встречи с избирателями, у кандидатов и у общественности возникли достаточно большие, серьезные вопросы. И в социальных сетях, и в средствах массовой информации есть желание встретиться непосредственно с кандидатами, поговорить, что мы думаем, как мы оцениваем ситуацию, что мы ожидаем и как мы собираемся вести себя в дальнейшем. Немало вопросов к каждому кандидату, вообще касающихся по этой кампании, предвыборной кампании, как она проводится, насколько соблюдается Конституция, конституционные законы, иные законы Кыргызской Республики. Обратились к нашим штабам, руководители наших штабов, объединившись, приняли решение сегодня провести сегодняшний круглый стол и ответить на все ваши вопросы. Кыздың чачуулу дегенде биринчи алгачкы сөздү биздин арабыздагы жалгыз мыйзамдар жана конституциялык мыйзамдар канчалык деңгээлде сакталып турат, коомчулуктун пикири кандай, биз айылдарды аралап эл менен жолугушуп келгенден кийинки түзүлгөн пикирлерибиз кандай, бүгүнкү кырдаалга кандай баа беребиз, жана эртең кандай ой максаттарыбыз бар. Ошолордун тегерегинде ой бөлүштүрүп койсок деген бир сунуш түшкөн. Талапкерлердин пикирин билсек деген кызыккан жарандарыбыз көп. Анын ичинде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү сиздер, социалдык тармактардан берилген суроолор жана биздин штабтардын
өтүнүч ушундай болду, штабка кайрылдык. Ушул түзүлгөн кырдаалдар боюнча талапкерлер менен жолугушуу уюштуруп берсеңиздер дегендей сунуштар болгон экен. Биз аны кабыл алдык. Ушул максатта бүгүн жолугуп отурабыз.